В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Белгород подвергся обстрелу вооруженных сил Украины. Повреждена многоэтажка. Владимир Путин прибыл в Астану для встречи с коллегами из СНГ и других объединений. В Якутии не уменьшается количество добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции. Для них создан Центр подготовки БОТУ. Сегодня отмечается Всемирный день зрения. Якутские офтальмологи встретили праздник на боевом посту. В Якутске торжественно наградили якутян победителей российских и мировых чемпионатов по шашкам и бегу. Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. На месте работает противовоздушная оборона. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. На месте находится начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы. Пострадавших после повреждения дома в Белгороде нет, сообщил замгубернатора Белгородской области. Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея номер 32. В районе 12:40 на дом по адресу Губкина, 42Г упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже. Обломками повреждено 2 автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет. Находятся все оперативные службы, проводится поквартирный обход и эвакуируются все жители данного дома. Дальнейшую информацию будем сообщать позднее. Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в 3 саммитах. Самолет главы российского государства приземлился в Астане. С утра Путин принял участие в 6-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, у российского лидера запланирована двусторонняя встреча с международными лидерами, беседа с эмиром Катара, президентом Палестины и Турции. Путин также проведет 3-стороннюю встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана, а завершится день переговорами с президентом Азербайджана. Завтра Владимир Путин примет участие в саммите СНГ и в заседании 1-го саммита «Россия-Центральная Азия». Накануне Владимир Путин выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Президент в своем выступлении отметил, что Россия никогда не будет действовать себе в ущерб и не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ведут ограничения цены на нефть. Несмотря ни на что, российский газ будут покупать на мировых рынках. А для сохранения энергетической безопасности страны к 2025 году 80% оборудования в энергетике будет российского производства. Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя», где представляет проекты развития топливно-энергетического комплекса Якутии. Форум развернулся в Московском манеже и стал основной площадкой для обсуждения актуальных вызовов, с которыми сейчас сталкивается энергетический сектор экономики. Какие актуальные задачи стоят перед нашей республикой в сфере энергетики? Станет ли тепло дешевле? Нам расскажет наш корреспондент Айсена Бурнашова. Она на прямой связи со студией. Айсена, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, коллеги, приветствую из московского манежа. Только что у нас закончилось заседание с участием главы Якутии Айсена Николаева. И, собственно, во время этого заседания Илдар Хан и озвучил актуальные задачи, стоящие перед Якутией касательно энергетики. Прежде всего, речь идет о переходе на возобновляемые источники энергии. И, как отметил глава Якутии, для Якутии, особенно ее арктической части, это вполне естественный процесс, так как для децентрализованных энергосистем это и экологично, и экономически выгодно. Также вместе с возобновляемыми источниками энергии в Якутии постепенно обновляют и традиционные дизельные станции. Они потребляют все меньше топлива, отметил глава Якутии, что опять же говорит об экологии и экономии. И, конечно, сегодня многие спикеры утверждали, ставили на первое место качество жизни якутян, повышение качества жизни каждого жителя нашей республики. И, собственно, предлагаю послушать. У нас в Якутии 143 электростанции дизельные.
При этом мы сейчас с помощью Русгидро в целом, можно сказать, что уже построили за последние годы 29 объектов возобновляемой энергетики. В том числе 28 солнечных электростанций, один ветродизельный комплекс в Тиксе. 143 неудаленных населенных пункта. Это люди, которые там 200, 500, от 200 там и выше, где-то 500-700 человек проживают. И для них вот эта возобновляемая энергетика, она даже больше эмоций приносит. Люди сидят всю жизнь с дизелями. Тот положительный эффект, который мы получаем от людей, даже вот в этом небольшом количестве населенных пунктов, он значительно перекрывает ту ауру, которую им дают, это значительно там, даже больше, чем какие-то большие объекты. Возобновляемые источники энергии нужны там, где они необходимы. Это, конечно же, роль для жизни арктических регионов, и поэтому в республике и идет параллельный курс на дизельные станции в том числе. Так, за последние 2 года в 2 раза увеличился прирост мощностей солнечной энергетики. И по соглашению с Росгидро до 2024 года планируется модернизация 73 дизельных электростанций. Сегодня, например, 6 комплексов уже введены в работу. Мы в прошлом году на Восточном экономическом форуме как раз запустили первую тогда станцию, Абалахскую, в Верхоянском районе. Она у нас за год, при том, что в планах у нас было, что она будет экономить около 25% топлива, она сэкономила свыше 50%. По другим станциям, которые сегодня работают, мы видим тоже, что экономия топлива, она, конечно же, гораздо больше, чем мы планировали. Ну и третья актуальная задача, которую сейчас глава Якутии ставит перед нашей республикой, это энергетическое сердце Якутии. Им могут стать атомные станции малой мощности. Так, например, в поселке Усть-Куйга в 2028 году планируется ввод в эксплуатацию такого проекта. И если в настоящее время тариф генерации дизельной станции, например, в поселке Депутатский Устьянского района составляет 88 рублей, то после введения в эксплуатацию станции малой мощности тариф составит 24 рубля 40 копеек. Сплошные выгоды. Пока это все к этому часу. Айсена, спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова. Мы продолжаем. В Якутии продолжают работать волонтеры акции «Мы вместе». Ежедневно на горячую линию поступают звонки практически со всех районов республики. Волонтеры оказывают помощь семьям, в которых мужчины призваны в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Волонтеры помогают в бытовых вопросах: колка дров, небольшие ремонтные работы в домах и на участках, перевозка малолетних детей и престарелых граждан. Помощь в рамках акции «Мы вместе» оказывается безвозмездно. К примеру, поступила заявка от Мегино-Хангаласского района, где семьи просят помочь в быту, в дворовые работы и также в перевозке скота. Да? То есть такие различные виды помощи оказываются нашими волонтерами. Наши волонтеры доставляют продукты питания, лекарства, а также могут оказать помощь при перевозке детей в больницу и так далее. Ветераны боевых действий решили поделиться с добровольцами знаниями и навыками, чтобы те, в свою очередь, поехали на специальную военную операцию с необходимым запасом умений. В тренировочном центре «Ботур» побывал мой коллега Александр Хавренко. В Якутии не уменьшается количество добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции. Для них при помощи ветеранов боевых действий был создан центр подготовки «Ботур». Бойцов обучают инструкторы, у каждого из которых за плечами боевой опыт на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. Прежде чем приступить к обучению, инструкторы прошли подготовку в специальном центре «Витязь». Приходят прежде всего ребята отслужившие, но полной подготовки нету. Многие уже много лет назад служили. Многие просто служили в войсках, где боевые действия не проходили. Поэтому участников боевых действий вообще единица. Поэтому приходится учить всему. От безопасного обращения с оружием до просто правильного перемещения с оружием. Тренировки проходят ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Пока одна группа отрабатывает навыки в павильоне, другие бойцы выезжают на сопки или на заброшенные стройки, чтобы отработать тактику ведения боя в лесных и городских условиях. Их обучить тому, что именно сейчас война идет по
налетам, то есть арт-обстрелы. И в основном у нас идут как бы обучение чисто на этом, ну, на этом держится. Основное. И первая медицинская помощь. 2 недели – это минимум. Наши ребята сейчас обучаются где-то месяц, уже более опытные. То есть у них уже как бы сформировалось то, что именно мы хотели им дать азы. Доброволец Максим с середины сентября проходит подготовку в центре Ботур. Получил необходимый минимум знаний и готов отправиться на специальную военную операцию. Под частичную мобилизацию он не попал, но считает своим долгом помочь вооруженным силам страны. Мы почти на 80 лет забыли, что такое фашизм. Сейчас фашизм поднимается, и надо максимально быстро закрыть вот эту тему фашизма. Максимально больше сил вложить, чтобы наши дети, внуки уже смогли также жить спокойно. Поэтому я и пошел на СВО, чтобы поддержать нашу российскую армию. Изнуряющие тренировки, жизнь фактически в армейских условиях. Конечно, не все добровольцы выдерживают такие нагрузки. Есть те, кто после нескольких занятий уходит домой. Но большинство ребят готовы идти до конца. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. С высоким титулом в родной «Удачный». Айгуль Доброневская, ведущий инженер подземного рудника «Удачный» компании «Алроса», стала финалисткой и призером номинации «Инноватор года» международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Айгуль Доброневская описала личный опыт внедрения программных продуктов «Микромайн» и «Blastmaker Underground» на подземном руднике, а также поделилась успехами и особенностями работы в коллективе с мужчинами-шахтерами. Всего в этом году на участие в премии было отправлено 388 заявок, а участницами стали представительницы 40 предприятий России и стран СНГ. Специалист отмечает, что все успехи начинаются с семьи. Во всех начинаниях ее поддерживает муж-коллега. Самое главное, чтобы в семье была поддержка и взаимопонимание. В этом плане муж меня очень поддерживает. Бывает, если я приду с работы уставшая, он может где-то поддержать меня, где-то с детьми присмотреть, где-то по дому помочь. Мы стараемся то же самое делать для нашего папы. Если он устал, мы также ему дадим отдохнуть. Жители Алданского района активно вакцинируются от острых респираторных заболеваний. Поставить прививку от гриппа можно в тандеме с ревакцинацией от коронавируса. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Общая тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отмечается в Алданском районе. По словам специалистов, это самое благоприятное время для вакцинации против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано 8350 человек, что составляет 40% от плана вакцинации. Естественно, идет работа с крупными предприятиями, образовательными, социальными учреждениями. Вакцинируемся все. В то же время растут показатели по ревакцинации против коронавирусной инфекции. Посетить процедурный кабинет для прививок можно единожды, подставив плечо сразу под 2 вакцины. В этом году хорошо люди ревакцинируются. Ставим сразу прививки против гриппа и против ковида. В первую очередь идут у нас пенсионеры, медицинские работники, работники образования. Очень много приезжих, вахтовиков. Люди осознанно идут на ревакцинацию. Запас вакцины достаточный, 700 доз у нас гамма-ковида есть и первого и второго компонента. То есть народ потихонечку подтягивается, то есть вот сейчас самое благоприятное время для проведения вакцинации в период снижения заболеваемости. Медики напоминают, что прививка – дело добровольное, однако от количества введенных вакцин зависит коллективный иммунитет и общая эпидемиологическая обстановка. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Хорошее зрение как залог счастливой жизни. Под таким девизом работает Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница. Передовое в техническом плане учреждение сегодня способно оказывать помощь на самом высоком профессиональном уровне. Обследование, операции и, главное, профилактика болезней зрения – всю эту помощь можно получить в стенах клиники в полном объеме. О том, что присутствует в арсенале глазных медиков и кто может рассчитывать на современную офтальмологическую помощь, узнала наша коллега Анна Пшенникова. Зрение – неотъемлемая функция человека, важность которой трудно переоценить.
От него напрямую зависит качество жизни, досуга и даже получение хорошей профессии. Все это сложно представить без отличной природной оптики. Но сберечь ее в эпоху гаджетов и плохой экологии становится все труднее. К счастью, в Якутии есть место, где глазам помогают обрести вторую жизнь и делают это на самом современном уровне. Я очень рада сегодня сказать, что наша офтальмологическая больница идет ногу со временем. Мы оказываем больным помощь фактически в полном объеме. Достойное лечение получают пациенты с дегенеративными заболеваниями сетчатки, которые сейчас выходят на первое место, и они это получают в полном объеме абсолютно бесплатно. Очень распространены такие серьезные заболевания сетчатки, при которых, к сожалению, зрительные функции падают катастрофически. И вот с помощью высоких технологий мы можем помочь. В год врачи клиники проводят более 7 тысяч операций, причем каждая 10-я относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Но не менее важен душевный подход к пациентам со стороны персонала. Любовь Николаевна Гренкина из Нижнего Бестяха ощутила это на себе. У меня была врач Анна Васильевна. Это золотой человек. Прямо из нее идет лучик света. Когда легла на операционный стол, я даже забыла, что я там лежу. Она несколько слов сказала мягких и теплых. И операция прошла удачно. У меня сегодня вторая операция. Вчера была первая, а сегодня вторая. Большое спасибо. Еще большое спасибо нашему президенту по-старому за то, что он хорошее оборудование сюда предоставил. И благодаря этому у нас операции проходят несложные. Более 10 лет в больнице работает офтальмохирургическая бригада. Ежегодно она проводит около 500 операций в самых отдаленных уголках Якутии. В этом году бригада побывала в Жиганском, Тампонском, Оленёкском и Вилюйской группе улусов, а сегодня ночью медики вернулись из Алданского и Нерюнгринского районов, где прооперировали 130 пациентов. Все операции прошли успешно. В этом году закуплено очень много высокотехнологического оборудования на общую сумму 219 миллионов. В том числе операционные микроскопы, факомашины, лазерное оборудование. И в том числе мобильный выездной комплекс на базе КАМАЗа. Днем и ночью якутская глазная принимает пациентов от грудного до преклонного возраста. День зрения, который 13 октября отмечают во всем мире, якутские офтальмологи также встретили на боевом посту. Ведь спасти зрение – это вернуть человеку счастье. Анна Пшенникова, Артем Алексеев, Якутск. Спрос на услуги, которые оказывает Центр правовой и деловой информации Нерюнгринской городской библиотеки, стремительно набирает обороты. Какие виды услуг наиболее востребованы среди горожан и как их получить, расскажет Ирина Лазаренко. На протяжении многих лет при Нерюнгринской городской библиотеке работают курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и людей с ограничениями в жизнедеятельности. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся не позволяет набрать группу более 6 человек. Поэтому на ближайшие 3 курса группы уже сформированы. Программа рассчитана на 1,5 месяца обучения. То есть мы осваиваем компьютерную грамотность, работу с текстом, таблицами, интернет, госуслуги, запись на прием к врачу, покупка билетов, авиа, ЖД, покупка в интернет-магазинах, пользование интернет-аптеками. В общем, все услуги, те, которые необходимы в реальной жизни нашим студентам-пользователям. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи, помощь при оформлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг. Для решения этих задач в феврале этого года в библиотеке открылся сектор электронных услуг. Спустя несколько месяцев работы определились основные запросы от населения. Большинство, конечно, затрагивает у нас по линии ГИБДД, то есть это и права вождения, это регистрационные действия, то есть какие-то с автотранспортом, то есть вот такая вот динамика происходит. По линии МВД конкретно тоже, конечно, есть ФСС, социальное страхование, потом Пенсионный фонд России, тоже очень много моментов и услуг пользуются спросом. Востребованность среди жителей города этого вида услуг очевидна, ведь одним из преимуществ электронного документооборота является оперативность получения справок, выписок и другой информации. Мне нужна была справка о несудимости. Я обратилась в МФЦ. Мне сказали, что там будет через месяц справка готова. Обратилась, посоветовали обратиться сюда, в Центральную библиотеку. Я обратилась к Ольге Викторовне. Все она мне сделала, зарегистрировала меня в госуслугах. И справку я получила на следующий день.
Важно понимать, что сектор электронных услуг работает в рамках проекта «Цифровая экономика», поэтому вся помощь населению оказывается бесплатно. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского 14 октября открывает новый 43-й по счету творческий сезон. Накануне открытия мы пригласили Розалию Колосову, заместителя генерального директора по проектной деятельности и общим вопросам Дома дружбы народов имени Кулаковского, заслуженного работника культуры Якутии. Розалия Ефимовна, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите о завтрашнем мероприятии. Завтра, 14 октября, Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского объявляет старт творческого сезона 2022-2023. Мы для вас подготовили разнообразную программу. В 16 часов своих друзей и посетителей мы приглашаем на открытие выставки народного прикладного творчества национально-культурных объединений, где будет представлена культура разных народов. Народа саха, славян, коренных малочисленных народов севера, бурят, татаров, цыган. И также мы там представляем фотоэкспозицию нашего творческого проекта «Якутия. Наш общий дом», который мы ведем с 2012 года. В 16 часов мы приглашаем туда на книжную ассамблею, которая называется «Многоцветие дружбы», где вас познакомят о книжных изданиях, о народах, о традициях. Также там будет представлен этногеографический паспорт субъектов Российской Федерации. В 16 часов активисты Молодежной ассамблеи Якутии приглашают на встречу, которая называется «Триколор Содружества». Они расскажут о главных символах нашей страны и о добровольческой деятельности, которые ведут они, о тех творческих проектах, которые они уже осуществили. Поэтому молодежь, которая хочет быть активной, которая хочет быть прогрессивной, приглашаем на встречу с Молодежной ассамблеей. Ну а в 18 часов состоится у нас главное событие нашего старта. Это акция «Время быть вместе», которая посвящена десятилетию с момента образования Дома дружбы народов, где мы презентуем видеоряд о нашей деятельности, и также наши творческие коллективы представят свое творчество. Вы упомянули о десятилетии Дома дружбы народов. Расскажите, как все начиналось? Да, в 2012 году, если вы помните, это был год единства народов нашей республики. И указом президента нашей республики, Республиканскому Центру культуры и народного творчества имени Алексея Елисеевича Кулаковского был присвоен статус Дома дружбы народов. И нас от Министерства культуры передали в Департамент по делам народов. Ныне нашим учредителем является Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Ну, конечно, перед нами стояли совершенно другие задачи, например, как укрепление гражданской идентичности многонационального народа России, то есть российской нации, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержка и сохранение этнокультурного и языкового многообразия Республики Саха-Якутия, поддержка соотечественников, которые проживают за рубежом, и поддерживать их связь с их родиной. И в течение 10 лет мы объединили вокруг себя национально-культурные объединения и стали международным ресурсным образовательно-методологическим центром в сфере межнациональных отношений. В год мы проводим где-то более 200 мероприятий, и посещает нас более 100 тысяч человек. А сколько в нашей республике общин и какую работу вы с ними проводите? Наша Ассамблея народов Республики Саха-Якутия объединяет вокруг себя более 40 национально-культурных общин, которые проводят свои общественные мероприятия на нашей площадке. Мы являемся именно тем инструментом, который позволяет ознакомиться с их деятельностью с населением. Розалия Ефимовна, спасибо за интересную беседу. Ну а мы идем далее.
В Якутске торжественно наградили чемпионов. В период с 25 по 30 августа в Болгарии состоялся командный чемпионат мира по шашкам. В составе сборной России участие приняли 5 якутских спортсменов. Среди мужчин сборная России заняла 2 первых места, среди женщин 2 вторых. А в Сочи в период с 19 по 30 сентября прошел чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин. В соревновании приняли участие 142 человека, из них 84 мужчины и 58 женщин. А также 2 октября в Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по бегу на 100 километров. Спортсменки сборной Якутии завоевали 2 медали. Психологически была готова, что выдержу и пробегу так, по этому заданному темпу тренера. Мужская сборная играла очень хорошо. Блестящую игру показал Николай Стричков. Занял 2 первых места. И я в одной программе тоже завоевал золото. А среди женщин наша молодая спортсменка, школьница Федорова Тунара заняла 2 место в одной программе. На этом у нас вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Не переключайтесь.